Здравствуйте, в эфире программа «7 дней». Судья Ильшат Аминов. Я приветствую всех наших телезрителей. Смотрите сегодня. Трансформация этого пространства от Национального культурного центра к Национальной библиотеке – такая исключительная черта этого объекта. Придя сюда, он захочет пойти на лекцию, он захочет пойти на кинопоказ с обсуждением, он захочет посмотреть спектакль. НКЦ «Казань». Что там сегодня внутри? Национальная библиотека. Скоро открытие. Большой вояж президента. Сбылась такая долгожданная мечта вообще. Новые общественные пространства и новые возможности для жителей городов. На экзамене попалось одно коварное задание, на которое я потратил 2 часа. Может быть, кажется, что все только моя заслуга, но на самом деле я очень люблю своих учителей. Итоги ЕГЭ. Пандемия не вмешалась. Триумфаторов в этом году даже больше. Итак, кадр недели. Президент Татарстана верхом на велосипеде осматривает окрестности реки Казанка. И это не просто прогулка, это рабочее совещание на ходу. Незадолго до этого президенту показали проект стратегии развития набережной Казанки. На территории в 1500 гектаров, как теперь уже известно, создадут 12 новых парков. И все они расположатся вдоль реки. После презентации президент решил сам осмотреть все прибрежные территории. Территории не маленькие, только в черте города длина берега 68 километров. Поэтому велосипед – лучшее решение. И знаете, смотрел я на эти кадры и думал, удивительная штука велосипед. Если на нем не крутить педали, он падает. И жизнь такая же. Нужно постоянно двигаться вперед. То, что президент выходит из кабинета и едет туда, куда не проедешь на машине, о многом говорит. Посмотрим вот на эти футуристические пейзажи. Это стратегия развития реки Казанка. Еще раз, стратегия развития реки. Ведь это удивительная метаморфоза. Мы обсуждаем не только стратегию развития экономики, мы обсуждаем, что нам сделать в ближайшем будущем для красоты и гармонии, для наших детей и внуков, которые будут жить в этом прекрасном городе будущего. То есть мы уже не смотрим на мир невидящими глазами. Нам уже важно, что будет вокруг нас. Мы уже говорим о синтезе экологии души и окружающего пространства. Кстати, о душе. На берегу реки Казанка скоро откроется Национальная библиотека. В здании, которое в разные годы называлось то Ленинский мемориал, то НКЦ «Казань». Человеку, который смотрит сегодня на этот ансамбль с другого берега реки, может показаться, что ничего не изменилось. Перед нами все та же форма. Но, во-первых, форму полностью обновили, и, во-вторых, изменилась не только форма, изменилось содержание. В Казани открывается еще одно общественное пространство, но совершенно нового типа. И совсем скоро каждый сможет совершить это путешествие. Сегодня мы лишь слегка приоткроем завесу тайны. Мы побываем с вами там, внутри. О современных замыслах и об их воплощении Михаил Любимов. Жутко громко и запредельно близко. Отныне и навсегда Национальная библиотека Республики – источник шума, а не тишины. Новая библиотека приходит к нам громким шекспировским стуком в ворота. Сонное царство на наших глазах преображается в царство знаний. Снаружи работы идут, бегут буквально по всему периметру. У этого здания все виды открыточные, и никакого неприглядного тыла оно себе позволить не может. Со стороны площади еще строительный городок, но через несколько дней его тут уже не будет, а будет живописная прогулочная зона. Со стороны реки полностью обновленное пространство, порогами переходящее в набережную и сообщающее нам первую новость. Здание как будто тоже, но не то. Облицовка заменена полностью. Тем же, кстати, армянским туфом фирменного кирпично-красного оттенка, что использовался в 80-е при строительстве. Туф – порода вулканического происхождения. И вторую новость о том, что этот вулкан далеко не потухший, а действующий, сообщает нам практически весь первый этаж библиотеки 2020. Он отрицание монолитности и высокомерия. Он прозрачен. Все остальные сюрпризы внутри. Кто
Кто из нас новичок в библиотеках? Казалось бы, каждый ведь может сказать: ну что, а библиотеки-то я в своей жизни видел-перевидел. Но в том-то и дело, что вот таких библиотек, конечно, никто из нас никогда не встречал. Это абсолютно новое пространство, которое нам видеть не доводилось. Ну вот, казалось бы, вот мы с вами сейчас в холле. Это холл, дальше там ресепшн. Но дальше-то что? Там книгохранилище, тут какая-то изба-читальня, тут еще какой-то читальный зал, там актовый зал. Мы можем с вами назвать по имени каждое помещение, находящееся здесь. Но как называть все это вместе? А дело-то в том, что все это вместе собрано впервые в нашей истории. Мы создали не просто национальную библиотеку, мы создали огромное общественное, публичное пространство, место, где молодые, и не только молодые люди, будут заниматься своими делами. Это очень просто звучит, но это то самое классическое европейское третье место, уже не дом, еще не работа, место, где вы можете заниматься не только какими-то домашними делами или какими-то рабочими заботами. Вот, посмотрите, 17 тысяч квадратных метров, из них 840 квадратных метров совершенно новых. Вот, вы их видите, они абсолютно стеклянные, прозрачные. Это то самое философское содержание. Это гигантская теплица, которая дает тепло и свет нашему разуму. Здесь, значит, открытое хранение с возможностью взять книгу, посидеть, почитать. Ну, такая расслабленная зона современная. Значит, там будет у нас музыкальная часть библиотеки. С этой стороны у нас будет детская зона. По сути, почти вся библиотека теперь – это открытое пространство. Есть лишь несколько мест, куда не пройдешь просто так. Это книгохранилище, 6 огромных помещений площадью в 1400 квадратных метров со своим, конечно, микроклиматом и системами пожаротушения. Это фонды, памятники, почти музей. Остальное открыто во всех смыслах. Whitebox, выставочное пространство. Я так понимаю, будут какие-то выставки проходить, какие-то мероприятия современные, открытые. 430 квадратных метров площадь. Большие помещения для проведения выставок, конференций, просто встреч и времяпровождения. Это будет тот самый уникальный опыт, когда, придя в незнакомое вам по первости место, вы сможете заняться своими собственными делами. Классические читальные залы тоже, конечно, есть, но вряд ли здесь будет когда-либо тихо. Здесь можно будет сидеть, читать. Мы видим, как интересное такое многоуровневое. Да, вот я говорю, что... Оно многоэтажное здесь. Оно такое действительно многоуровневое. Вот я вижу здесь сразу 4 этажа. Вот этот самый нижний, мы чуть выше, тот третий чуть пониже нас, а вон еще есть 4-й. Да? Совсем наверху, да? Совершенно верно. Все здесь внутри, конечно, очень сильно перестроено, но кое-что все-таки оставили на память. Вот эту скульптурную композицию, например. Восстанавливали, да? Да, восстанавливали пальцы, отколотые носы. Ну, все, так сказать, догипсовывали, докомпоновывали. Вот вы видите на потолках большое количество световодов. Наверное, даже вы и не сможете понять, какой из них очень естественный сложно, свет, а который электрический. Это какая-то система отражателей зеркал. Это у нас порядка 122, по-моему, или 124 стоит на кровле плексиглазовых таких фонарей, через которые солнце попадает в такой стакан из зеркального просто металла. Мы стоим сейчас с вами в помещении практически без окон, но мы стоим как будто на улице. Ну, светло. То есть вот оно, первое общественное пространство, способное изменить наши привычные представления о досуге вообще. Потому что здесь, кажется, есть все, даже своя студия звукозаписи, свой иммерсивный театр – это вообще отдельное творческое пространство внутри. В России такого не встретишь нигде, кроме Москвы и Петербурга. Это слишком продвинутый уровень. Ну а самое светлое место в этом святилище знаний – это вот эта терраса. Не что иное, как крыши тех самых прозрачных открытых хранилищ, тоже в будущем открытые для всех. Как минимум, это новая фотозона. Вид отсюда очень хорош. В то время как в
Казани за полгода, прошедших до пандемии, библиотеки по результатам социологического опроса посещали 6% казанцев. В Соединенных Штатах Америки их посещает выше 60% жителей. Потому что библиотеки – это многофункциональные пространства. Они популярнее, чем кинотеатры. По нашей мечте, по нашей задумке, человек придет и найдет то, что ему интересно. И еще очень важный момент, он, может быть, просто придет находиться в приятном пространстве. И дальше, уже придя сюда, он захочет пойти на лекцию, он захочет пойти на кинопоказ с обсуждением, он захочет посмотреть спектакль, он захочет почитать книгу. У нас есть отдельное пространство для подростков. Далее, у нас есть отдельное пространство для детей, и можно прийти с маленьким ребенком и оставить его, где с ним будут заниматься, пойти учиться или читать книгу, или послушать лекцию. Можно прийти с ребенком постарше, с ним тоже будут заниматься, для него будет отдельное пространство. Все, что мы будем делать, оно будет вращаться вокруг знания, и вокруг книжности, и вокруг того, что ценно с точки зрения национальной библиотеки и истории нашей республики, истории народов, живущих в нашей республике. Безусловно, татарского, но и не только татарского, республика многонациональная. Если говорить только о книжности, о книгах, собственно, то отличие этой библиотеки от предшествующей будет как раз в том, что книги отсюда можно будет брать теперь и на дом. Это, конечно, будут не редкие и не музейные книги. Это те, что будут, например, приобретены в скором времени. Это, кстати, большая закупка очень, серьезное пополнение фондов. Естественно, сделать это сможет каждый. На то и строят это мегапространство, чтобы, как мы уже сказали, у нас появилось еще что-нибудь между работой и домом. Представьте себе совместный интеллектуальный семейный досуг. Звучит ново и как бы нелепо, но где еще попробовать, как не здесь? Я надеюсь, что когда это пространство, дай бог, к ноябрю-декабрю 2020 года заработает полностью, это просто изменит досуговые практики многих жителей Казани и, может быть, даже Татарстана. Что касается строителей, то, конечно, в эти дни они возводят памятник самим себе же, возводя столь сложное и мультифункциональное пространство. 600 человек ежедневно трудятся на этой территории круглые сутки, ведь открытие уже через неделю. Мы совершили с вами, кстати, сегодня небольшую экскурсию в прошлое, почти в историю, поскольку степень готовности этого объекта меняется ежечасно, и в эти минуты он выглядит уже совершенно иначе. Как? Вот это можно будет посмотреть уже через 7 дней. Теперь оно должно жить, это здание, потому что оно раньше стояло просто красивый памятник. А сейчас оно будет наполнено жизнью, я думаю. Вы его оживили. Не мы. Мы только инструмент. Теперь этот объект будет самым достойным, наверное, объектом культуры столицы нашей республики. А реализовать его, конечно, получилось только благодаря поддержке президента республики Рустама Нургалиевича и компании «Хоры», которые непосредственно под руководством Натальи Львовны Фишман разрабатывали концепцию всего этого здания. Это самое главное, то есть идеология. Ну и, безусловно, этот объект, он станет абсолютно точно, можно с уверенностью сказать, центром притяжения не только горожан, жителей столицы, жителей всей республики и, конечно же, гостей нашей столицы, которые с каждым годом все больше и больше становятся. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Еще немного о Национальной библиотеке. Знаете, в чем уникальность подобных архитектурных форм? Это здание было построено в начале 80-х. Оно выглядит так, как выглядело тогда все, что делалось во имя мертвой идеи, а не для человека. Очень помпезно, очень монолитно, очень высокомерно. Но что бы ни говорили, это, конечно, знаковое сооружение в Казани. И смысл здесь заложен очень глубокий. Здание бывшего Ленинского мемориала – это застывшие красные знамена, развивающиеся на высоком берегу реки. Символ вечности ленинской идеологии, нетленности коммунистических идей. И кто знает, может, через 100 лет эти символы вновь обретут вторую жизнь. Но в любом случае, такие артефакты эпохи делают любой город богаче и интереснее. Перенесемся в Мензелинск. И там есть свои уникальные объекты, осколки целой эпохи. Это Екатерининский мост. В конце 18 века его построили для путешествующей императрицы, а 100 лет назад местные купцы даже проложили здесь железную дорогу.
Это сейчас может показаться, что обрывающиеся рельсы ведут в никуда. А на самом деле это первая станция на большом пути к новому общественному пространству в этом городе. На этой неделе президент республики вновь лично проинспектировал социально значимые объекты, формирующие отношение людей к тому месту, где они живут. Наш корреспондент Татьяна Тимошенко присмотрелась к изменениям. С высоты символ Менделинска, Екатерининский или Царицын мост действительно выглядит торжественно. Появился он в годы правления Екатерины II, но императрица так сюда и не заехала. Железная дорога, которую проложили местные купцы 100 лет назад, пришла в упадок, ярмарки канули в историческое прошлое, но сам мост устоял на заброшенных берегах. Сбылась такая долгожданная мечта вообще возобновить это место. Екатерининский мост, наверное, можно было бы назвать мостом несбывшихся ожиданий, если бы не его третье, по сути, рождение в историческом виде. Мало того, что арка сохранилась, здесь нет сварки, а только столетние клепки, так и вдоль дамбы, как и в екатерининские времена, высаженные деревья. Нам пообещали, что на Екатерининском мосту мы обязательно встретим рыбаков. Дескать, в любую погоду здесь просто от них не протолкнуться. Но сегодня погода не клевая, в смысле того, что не клюет. Но даже и в такую погоду мы видим, что обновленная набережная и обновленный городской пляж не пустуют. Прогулку по набережной для президента республики совместили с экскурсией. На одной стороне старинный город, с другой обустроенное пространство, пляж, площадки для созерцания и детских развлечений. По федеральной программе «Малые города» на реконструкцию было выделено 50 миллионов рублей. Как у вас здесь? Вот вместе собрались. Условия и комфорт жизни в городе – один из важных факторов привлечения специалистов. Об этом хорошо знает глава районной больницы. Врачи узкой направленности остаются на вес золота. Сам приезжий родился в Западной Сибири, служил военным врачом, решил с семьей обосноваться на исторической родине. При начале реконструкции приемно-диагностического отделения высказал пожелание о создании отдельного инфекционного бокса. Коронавирус, к слову, тогда еще и не вышел за пределы Китая. И организовал противошоковое отделение, операционное от входа, буквально дверь в дверь. В случае поступления тяжелого больного или пострадавшего в ДТП, он сюда попадает сразу, можно сказать, с колес, вот через раздвижные двери, через холл. Здесь может быть проведен полный, весь необходимый спектр исследований и лечения. Машины экстренной помощи новые, ключи получили совсем недавно. Фасады самой больницы, как в Казани. Теперь планы на расширение и новое строительство. В этом месте планируется строительство детской поликлиники на 60 посещений в смену. На реконструкцию районной больницы из республиканского бюджета было выделено почти 80 миллионов рублей. Рустам Минниханов ознакомился с результатом. А это городской парк имени Мусы Джалиля из Менделинска. Поэт ушел на фронт. Сейчас это и место прогулок с детьми, и место для свиданий у поющего фонтана, и даже кинотеатр под открытым небом. Совсем скоро в парке пройдет фестиваль кино. Работы велись по президентской программе «Парки и скверы», но больше всего удивляют не подсветка деревьев, не продуманность зонирования, а чистота. Чистотой города отвечают именно жители города, потому что это все как бы люди по собственной инициативе ходят и чистят вот этот город. И брусчатку мы вычищаем, прям ножичками траву вычищаем. По соседству с парком Дом культуры. Зал здесь на 400 мест. Аншлаги пока что невозможны только из-за ограничительных мер. Но своих зрителей ждут еще в 18 домах культуры и 20 сельских клубах. Практически все они попали в президентскую программу капитального ремонта культурных центров. Сколько процентов уже сделано? Сколько осталось? 80%. Отремонтированы либо реконструированы? У нас прошли капитальные ремонты и строительство. Еще одна республиканская программа «Наш двор» уникальная и по масштабу, по результатам внешнего преображения и социальному эффекту. Жители Менделинска просят программу продлить, а в Заинске планируют отремонтировать за 3 года 145 дворов. Вот главное, чтобы сохранить двор, чтобы был вот такой живой, в порядке. Работы сейчас ведутся на 536 объектах по всей республике. Ранее Рустам Минниханов подчеркивал необходимость проведения благоустройства дворов качественно и с учетом пожеланий жителей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование программы сохранено.
Лениногорск на этой неделе отметил свое 65-летие. Здесь президенту представили работы местных художников и неожиданно вручили подарок. Разрешите подарить вам подарок? 100% татарин. И здесь на встрече с жителями после поздравлений речь зашла о первоклассниках. Программа «Помоги собраться в школу» в республике, она охватывает порядка 7 тысяч детей. Да, действительно, мы хотим, чтобы каждый ребенок достойно был подготовлен и пошел в школу. А к юбилею город получил обновленный парк. После прогулки на электромобиле Рустам Миниханов пригласил съехавшихся байкеров прогуляться по аллеям, но пешком. Шикарный парк, сходите, посмотрите. И обустроен он по республиканской программе развития общественных пространств в Республике Татарстан. За 5 лет было реконструировано 396 объектов. В этом году еще 62. Детский отдых круглый год. Теперь это будет возможным в лагере «Звездный» в Лаишевском районе. Раньше корпуса обогревались тепловыми пушками. После реновации подвели тепловые электрические сети, отремонтировали 7 корпусов, построили новые спортивные площадки. Президент Татарстана встретился с активом молодежного движения «Салят» – «Талант». В лагере смогут разместиться 220 детей, готовы принимать со всей республики и со всех регионов России. В программу реновации «Лето детям» вошло большинство лагерей отдыха – 94 из 119. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. Мы уже не раз отмечали, что 2020 год особый. Юбилейный год столетия ТАССР. То, что именно на этот период выпали проблемы, связанные с пандемией, конечно, обидно, досадно, но совсем не смертельно. Не смертельно для творческих инициативных людей. Масштабный деловой онлайн-форум, который стартует в республике 30 августа, так и называется «100% Татарстан». Еще один такой креативный, как сейчас принято говорить, подарок к столетию ТАССР. Программа мероприятия сформирована по более чем 20 направлениям. Вовлеченный лидер, история территорий, международное сотрудничество, IT-индустрия, образование и рынок труда, медицина, сельское хозяйство, туризм, циркулярная экономика, инвестиции и предпринимательство, молодежная политика, медиа, промышленность, биотехнологии, спорт, транспорт, активное население, безопасность, строительство, экология и культура. Словом, будет очень интересно и познавательно. Подчеркнем, предполагается не только констатация достижений республики в экономике, бизнесе, в социальной сфере, но и в том числе острые дискуссии, споры, обсуждение проблем и новых вызовов, которые сегодня стоят перед Татарстаном, Россией и всем миром. Тимур Бекмурдин о проекте и его участниках. Здравствуйте, это «100% Татарстан». Хайрлы күн, хөрмәтле дуслар. Давайте представлю сегодняшних гостей. Всем добрый день. Рада вас приветствовать на панельной дискуссии. Открытый, доступный, инновационный, гостеприимный, интересный. 100% Татарстан. 100% Татарстан. Именно так называется проект интеллектуального делового пространства Агентства инвестиционного развития. Онлайн-форум пройдет с 30 августа по 10 сентября. И будет включать в себя 350 панельных дискуссий по 20 направлениям, таким как инвестиции и предпринимательство, IT-индустрия, биотехнологии, циркулярная экономика и так далее и тому подобное. Татарстан готов делиться опытом и готов другой опыт воспринимать вместе со своими друзьями, партнерами, единомышленниками. Конечно, хорошо было бы встретиться вживую на площадке какого-нибудь реального, а не виртуального форума. Благо сегодня у Татарстана есть все возможности для этого. Тот же комплекс «Казань-Экспо» – идеальная площадка для подобного рода мероприятий. Однако, с другой стороны, 100% Татарстан – проект во многом уникальный и полезный. Уникальный по масштабу, по охвату аудитории, по форме подачи информации. Полезным он будет в любом случае, уже сейчас это понятно по панельным сессиям, составу участников, содержанию дискуссий. Впрочем, проект вполне может стать и долгоиграющим, приносить пользу в будущем. Для этого его материалы, интервью, сюжеты, конференции должны обновляться, а главное –
нужно сформировать прочную обратную связь с аудиторией. Будет возможность задать вопрос нашим гостям, федеральным экспертам, международным экспертам. Сейчас время новых подходов, современных способов коммуникации. Кто знает, может быть, этот опыт позволит по-новому взглянуть на проведение тех же коллегий, министерств и ведомств. К трибуне с бумагами выходят, бормочат там. Неинтересно, это устоявший формат. Надо уже сейчас переходить на какие-то современные формы работы. 12-дневные онлайн-мероприятия, которое будет идти по 3 минимум там одновременно каналах, да, и, соответственно, здесь контента там не на 12 дней, а уже на 36. Соответственно, мы сегодня, наполняя это мероприятие, это как видео, так скажем, визитка Татарстана. Достижения наши за 10 лет и планы на там, ближайшую 5-летку и, собственно, реакция нашей территории на вызовы, которые сегодня перед нами стоят. Проект позволит во всех красках увидеть привлекательное лицо современного Татарстана во всех сферах. Одна из центральных тем форума, конечно, экономика, работа с инвесторами. Республике есть здесь о чем рассказать. У нас лучшая особая экономическая зона промышленного типа Алабуга, IT-город Иннополис, 5 территорий социально-экономического развития. В области здравоохранения Татарстан также среди российских лидеров. Это касается не только высокотехнологичной медицины, но и всех других аспектов. Татарстан по многим параметрам действительно является регионом, на который многие могут равняться. Ну, самое главное, самый, наверное, такой первый показатель – это продолжительность жизни. Дело в том, что в Татарстане, как вы знаете, продолжительность жизни 75 лет, сегодня средняя продолжительность жизни, что в чем она значительно опережает Россию на целых 2 года. В России 73 года. Но мы говорим сегодня не только об успехах, мы говорим о тех вызовах, с которыми столкнулся весь мир в последнее время. Это пандемия COVID-19, и Татарстан тоже принял этот удар. К счастью, не в той степени, не в той мере, даже по сравнению с Москвой, но в целом то, что сейчас настало время делать системные выводы и принимать во многом непростые решения, связанные с тем, что, наверное, не все было сделано правильно. Какие-то ошибки, которые мы совершили, тоже надо обсуждать. Какие-то проблемы у нас есть, да, они всегда есть и будут всегда. Надо находить пути их решения. Клянусь, все говорят то, что думают. То есть, если есть какие-то проблемы, они не боятся Роспотребнадзора. Когда у меня сейчас стояли производители, они не боялись людей с Роспотребнадзора. Это же счастье какое-то, когда люди могут нормально общаться. И в этом также одна из целей площадки «100% Татарстан» – не зацикливаться только на достижениях, а напротив, через призму успешного опыта Татарстана, других регионов России и мира, посмотреть настоящие перед всеми вызовы. В той же экономике, здравоохранении, на рынке трудовых ресурсов. Эта площадка «100% Татарстан» дает возможность нам, во-первых, оглянуться на свой опыт, услышать мнение о нем, самое главное, поделиться с сообществом профессиональным и услышать голос профессионального сообщества о том, а действительно ли это правильно, куда мы идем. Одна из ключевых тем форума – образование. Опыт Татарстана здесь интересен по многим направлениям. Как республика в ближайшие 2 года собирается охватить дошкольным образованием всех своих маленьких жителей. Как работает с одаренными детьми. Как продвигает масштабный проект развития полилингвальных школ, ресурсных центров. Как работает на нужды образования наследие чемпионата мира по рабочим профессиям. Почти 80% оборудования, которое осталось в качестве наследия после проведения мирового чемпионата WorldSkills, было распределено по всем нашим образовательным организациям среднего профессионального образования, а там в тех районах, где нет у нас этих организаций, мы раздали даже в школы технологическое оборудование, и поэтому на 850 миллионов мы распределили это оборудование. Проект «100% Татарстан» стартует ровно через неделю. Уже известно, что в нем примет участие и Рустам Минниханов. Президент расскажет об инвестиционном климате в республике, уже реализованных идеях и перспективных проектах. Приятно удивлен степенью профессиональной подготовки вот этого интеллектуального, скажем так, нашей встречи, организации этого интеллектуального пространства «100% Татарстан». Прекрасная история для остальных регионов, потому что у Татарстана действительно есть чему учиться. Тимур Бекмурзин, Диляра Юсупова, Андрей Мохов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через несколько минут. Смотрите далее. На экзамене попалось одно
коварное задание, на которое я потратил 2 часа. Может быть, кажется, что все только моя заслуга, но на самом деле я очень люблю своих учителей. Итоги ЕГЭ. Пандемия не вмешалась. Триумфаторов в этом году даже больше. Во вторник премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии заселения нового дома в Альметьевске, построенного по программе социальной ипотеки. Строительство 14-этажного дома велось за счет инвестиций Госжилфонда при президенте в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ключи от квартир получили 154 семьи. Алексей Песошин поздравил новых жильцов с новосельем. 19 августа Рустам Минниханов встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Встреча прошла в онлайн-режиме. Рустам Минниханов поздравил российских атомщиков с 75-летием атомной промышленности. Участники встречи обсудили ряд вопросов в сфере реализации совместных проектов и взаимодействия в цифровой сфере. В среду прошло первое очное заседание Ассоциации содействия цифровому развитию с участием президента. Участники заседания озвучили предложения по развитию IT-отрасли, среди которых создание единой системы обучения и дальнейшего трудоустройства IT-специалистов региона, совместное с государственным сектором и предприятиями использование IT-продуктов, а также обмен между участниками уже готовыми решениями. 19 августа Рустам Минниханов также провел заседание Инвестиционного совета. В заседании принял участие и премьер-министр Алексей Песошин. Участники одобрили все представленные проекты. Рустам Минниханов обратил внимание, что в текущих непростых экономических условиях необходимо активизировать работу с потенциальными инвесторами и создавать все необходимые условия для их работы. 19 августа в Актанышском районе открыли новый элеватор. Здесь можно хранить 15 тысяч тонн зерна. Аграриев с открытием объекта поздравил руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров. Элеватор уже принял первые обозы с новым урожаем. Здесь есть и собственная лаборатория для проверки качества зерна. 20 августа прошло заседание сессии Госсовета Республики, в рамках которой депутаты Госсовета поставили точку в так называемом законе о наливайках. Теперь розничная продажа алкоголя разрешена, только если площадь помещения таких заведений выше 50 квадратных метров. Кроме того, в рамках сессии обсудили налоговые и кредитные льготы для бизнеса. Помощью уже воспользовались 40 тысяч предпринимателей и 70 тысяч самозанятых. 21 августа премьер-министр Алексей Песошин посетил Алексеевский район. Он осмотрел отреставрированный парк Победы и возложил цветы к вечному огню. Кроме того, премьер-министр посетил детсад, который открылся после капремонта. Алексей Песошин отметил, что по поручению президента республики все объекты, включенные в программу, будут отремонтированы. Напомним, за 10 лет в Татарстане по президентской программе построено 239 садиков. Еще 49 сдадут в этом году. В пятницу председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин осмотрел отремонтированные дворы и обновленные социально-культурные объекты Бавлинского района. Он также проверил, как идет капитальный ремонт здания Дома культуры села Крым-Сарай, построенного в 1978 году. Мы продолжаем программу «7 дней». На дворе последние дни лета, впереди осень, а это значит, наступает новая учебная пора для тысяч школьников и студентов. Для тех, у кого школа позади, сегодня самое волнительное время – вступительная лихорадка. Как раз в эти дни выпускники ждут с содроганием результатов работы приемных комиссий. Но некоторым не за что переживать. Это я про выпускников, которые сдали тесты ЕГЭ на 100 баллов. Таких, кстати, в Татарстане стало заметно больше. В этом году в республике 100-бальников 239 человек. При этом часть из них высшие оценки получили сразу по нескольким предметам. Что примечательно, на все 100 татарстанские отличники в большинстве своем показали себя на экзамене по русскому языку. Это с учетом того, что готовиться школьникам приходилось в условиях пандемии. Не все 100-бальники жители столицы. Есть ребята из набережных Челнов, Зеленодольска, Кукмарского, Нурлатского и Чистопольского районов.
Диляра Юсупова расскажет нам о золотых детях. То, что Инсаф сегодня в школьной форме и на пороге школы – постановка. Учебные заведения только готовятся к началу года, а их главный выпускник уже звезда. В татарском селе Едыгерь Кукмарского района устали от внимания журналистов. Эко-невидаль сдал на все 100, говорят сельчане. Лукавят. На самом деле гордятся. Он с детства такой способный, самостоятельный. Он с детства любил решать разные головоломки, кроссворды, сканворды, еще занимательные задачи. С этими увлекался. Не только учебой, но он очень любит спорт, особенно лыжный спорт. Это мама и учитель математики одновременно. По коридору с ноутбуком. Именно так они с сыном шли на уроки весь прошлый год. Нельзя терять ни минуты. И вот результат. 100 баллов по информатике. Любимый предмет Инсафа. В своих силах не сомневался. Но самое простое оказалось самым сложным. Без сюрпризов не обошлось. По информатике я готовился хорошо. Задания для меня на пробниках и вообще, когда готовились, казались не такими уж сложными, поэтому я надеялся на 100 баллов, но на экзамене попалось одно коварное задание, на которое я потратил 2 часа. Но и когда пришел после экзамена, то уже понимал, что 100 баллов уже не будет. Но все-таки пришли результаты, я увидел свою сотку и что-то там закричал. Прибежали родители, сестра, и мы крепко обнялись. Еще более коварным оказался русский язык. Для парня из татарской глубинки, где и обучение-то до старших классов шло исключительно на родном языке, успех казался почти невозможным. Проблемы были, а тут еще и пандемия. Вынужденный переход на дистанционное обучение старался использовать для самообразования. Как итог, максимальный балл по русскому языку. В это не поверили даже родные. Сложнее было, наверное, с орфографией, потому что иногда попадаются такие задания, где даже самые продвинутые не знают правильный ответ. По одной задаче спорили с друзьями, и они уже меня убедили, что у меня ответ неправильный, а у них правильный, но все оказалось наоборот. У Инсафа своя система работы над орфографией и пунктуацией. Он учит правила, отрабатывает на отдельных словах, потом на предложениях, на текстах. То есть вот по такой методике он и идет. У него своя система анализа и мониторинга самого себя. То есть он находит свои западающие темы и работает конкретно над ними. Теперь он свой и для физиков, и для лириков. Но в его личном рейтинге пока побеждают точные науки. Похожую дорогу выбирает еще один 200-бальник Булат Хамидуллин. Они с Инсафом почти коллеги, часто пересекались на олимпиадах. В общей сложности Булат набрал 287 баллов, из которых максимальные по математике и информатике. Теперь планы на большой город. Парень собирает чемоданы в Москву. Я решил, что буду поступать в высшую школу экономики. Мне рассказали, что там очень хорошая успеваемость у учеников в сфере IT. И будет довольно-таки просто продолжить свою карьеру в различных компаниях, таких как Яндекс или Facebook. Мне это очень интересовало, и я решил поступать туда. В Казани тоже хорошее учебное заведение, но мне хочется побольше повидать мир в том числе, поэтому я решил сменить город. Кто-то скажет просто, а кто-то удивится. При подготовке Булат использовал свой метод. Он решил все задачи по ЕГЭ прошлых лет. Что еще делать, если живое общение с учителем в этом году свелось едва ли не к нулю? Конечно, все опасались, что именно поэтому баллы в этом году будут пониже, но опасения не оправдались. Высший балл хотя бы по одному из предметов в этом году получили 239 выпускников, на 100 человек больше, чем в прошлом. Если честно, я даже предположить не могла, что результат будет таким. Кто-то уже точно знает, где хочет учиться, а кто-то еще до конца не уверен в своем выборе. Среди них и Гузель Идиатуллина. Ее уже пригласили в МГИМО и Высшую школу экономики. Учеба в самой обычной казанской школе не помешала ей изучить 2 предмета на все 100 – русский язык и историю. Может быть, кажется, что все только моя заслуга, но на самом деле я очень люблю своих учителей и считаю, что они определенно заслужили частичку этой
этого результата. Москва – сильный магнит для молодых умов и талантов, но не для всех выпускников. Столица стала русским аналогом американской мечты. Известна история нашей выпускницы из Бугульмы Анастасии Золотухина, которая набрала максимальные баллы по всем предметам в 2017 году, вдруг выбирает Самарский медуниверситет. Тогда, 3 года назад, ректоры казанских вузов устроили настоящую борьбу за золотую девочку, но не удалось. За эти 3 года, пожалуй, не было ни одного человека, который бы меня не спросил: почему ты выбрала Самару, а не Казань? И раньше, и сегодня ответ на этот вопрос только один. Потому что я считаю, что именно этот выбор был наиболее правильным для меня. Не жалею ли я о нем? Ну, конечно же, нет. Именно в Самаре я получила уникальные знания, встретила новых, интересных людей. Важен ли ЕГЭ в дальнейшей жизни? Я считаю, что нет. ЕГЭ важен, чтобы поступить в университет. Но впоследствии важны только вы сами, ваши цели и ваши способности. Но корни успеха все же именно в Татарстане, отметил Рустам Минниханов, который недавно встретился с выпускниками. Президент пожелал удачи всем ребятам, пусть даже если эта удача состоится в другом регионе. Но все же понадеялся, что если улетают, то обязательно вернутся. То, что вы достигли, это уровень системы образования и качество системы татарстанского образования. Это очень важно. Поэтому мы гордимся вами, мы вас благодарим. Вы в Москве будете учиться, в Питере. Значит, наша задача создать вам условия. Если вам где-то лучшие условия создадут, тогда уже мы не обижаемся. Но если мы создадим хорошие условия, чтобы вы получили образование в Казани, там, в Санкт-Петербурге, может быть, кто-то и за границу. У нас же есть еще программа «Алгарыш», университет Красов. Вы, если у вас будет желание получить какую-то специализацию в Стэнфорде или где-то, мы готовы. Впрочем, к примеру, Инсаф Израхманов никуда возвращаться не собирается. Его уже пригласили в один из вузов Санкт-Петербурга. Но парень предпочел учиться на программиста в КФУ. Считает, хоть ему уже повезло, родные стены запустят новое колесо фортуны. Диляра Юсупова и Роман Безменов, 7 минут. Один из главных субъектов, с которым у Татарстана сложились очень прочные и продуктивные связи, это федеральная столица – Москва. Экономические связи расширяются, и большое подспорье этому дружба, которая связывает двух руководителей – мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова. На этой неделе в Москве впервые после завершения режима самоизоляции прошли масштабные праздники. И это были Дни культуры Татарстана. Татары, проживающие в Москве, смогли в полной мере ощутить свою связь с исторической родиной и, само собой, отпраздновать столетие ТАССР. Именно к этой круглой дате в этом году и были приурочены мероприятия в Москве. О том, как это было, Дина Газалиева. Лето, все уже привыкли. Это время для столичных татар стать еще ближе друг к другу. Но именно в этом году Дни культуры Татарстана в федеральной столице были под большим вопросом. Конечно, из-за пандемии. Буквально в считанные дни все решилось, и татарский культурный центр столицы начал принимать гостей по записи в масках и перчатках. Но самое главное, что истосковавшиеся по-родному московские татары снова вместе с Татарстаном. Финал красочного конкурса «Татар-КЗ», встреча с заслуженными писателями республики, этап эстафеты флага столетия ТАССР и многое-многое другое. В этот юбилейный год Дни культуры превратились в неделю. Одно из самых ожидаемых мероприятий – открытие выставки в Третьяковской галерее «Шедевры из Казани от Рериха до Кандинского». В 2012 году в Третьяковской галерее уже проходил 2 большие выставки из Казани. Одна была приурочена к дню рождения Бакиюр Манче, другая – к юбилею Николая Фешина. Выставка «Шедевры из Казани от Рериха до Кандинского» расположилась в залах, которые рядом с основной экспозицией Третьяковки, одного из самых посещаемых музеев мира. 48 полотен из Государственного музея изобразительных искусств республики будут экспонироваться в Москве до ноября.
Есть ряд художников, которые очень редкие вообще в российских собраниях. Например, Синезубов, поскольку он сразу же после 20-х годов он уезжает в Париж и оставляет здесь собрание у друзей, так оно и попадает к нам. Эта уникальная коллекция художников русского авангарда хранится в Казани 100 лет. Это первое, на самом деле, открытие после снятия карантина. Все остальные выставки мы открывали в режиме просто пресс-показа. И я счастлива, что это открытие происходит на таком невероятном уровне. Еще одна художественная работа, на этот раз скульптура, привлекла внимание татар Москвы и Татарстана. На Химкинском кладбище был открыт надгробный памятник легендарному разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге. Благодаря им, этим героям в том числе, могут проходить праздники и звучать веселые песни, а регионы страны развиваться и крепнуть. Все виды спорта развиваются в Татарстане. Спектр большой и везде большие успехи. Это уже достояние народа и здоровье нации в перспективе. Со столетием республику поздравляют и те москвичи, для которых Татарстан является родиной. Я уверен, что тот задел, тот динамичное развитие республики, которое сегодня есть, оно будет и дальше продолжаться. Конечно, мы переживаем непростые времена и в экономике, но самое главное, я хочу пожелать, чтобы все вы и ваши близкие были живы-здоровы, чтобы вот этот коронавирус, он еще никуда не ушел, но мы научились работать, жить в режиме, поэтому берегите себя, мы всегда рядом, приезжайте в Татарстан, мы всегда с удовольствием приезжаем в нашу столицу. Подарки, ордена и медали, благодарственные письма от мэра Москвы стали приятным дополнением к празднику. В числе награжденных и коллектив московского филиала ТНВ, который уже 20 лет связывает информационным мостом Москву и Татарстан. О том, какие мосты еще связывают наши субъекты и насколько они крепки, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью ТНВ в Москве. Сергей Семенович, а какие из совместных проектов вы считаете наиболее интересными? Самый интересный, пожалуй, тот, который мы реализуем последние 2 года, это создание суперинновационного транспорта, электробусов, который создан по техническому заданию Москвы на КАМАЗе, и я без всяких обиняков считаю, что это один из лучших мировых проектов в области экологического городского транспорта, и у которого огромное будущее, огромное, без привлечения огромное будущее. Помимо этого, это огромные проекты, связанные с поставками сельского хозяйства, продуктов сельского хозяйства в Москву. Сергей Семенович, ну, как вы, конечно, знаете, текущий год в республике юбилейный. Как вы считаете, на ваш цепкий профессиональный взгляд, с каким достижением Татарстан пришел к этой юбилейной дате? Я думаю, главное достижение, что Татарстан работает как единая команда. Вот, не о всех регионах это возможно сказать, а в Татарстане это возможно сказать. От самого низового уровня до руководства республики это какой-то цельный организм, который заряжен одним. Он заряжен энергией, задачей прорыва, задачей движения вперед. И вот эта вот хорошая активность, хорошая такая агрессия, даже агрессивность и амбиции, да. Они очень отличают Татарстан. И замечательно. И, конечно, очень важно, что всегда вот везло и во времена Шаймиева, и сегодня, во времена, когда руководит республикой Рустем Нургалиевич, всегда была сильная управленческая команда, это тоже очень важно. Я от всей души поздравляю республику, народ Татарстана с таким юбилеем замечательным, столетием. Юбилей не самое главное, с чем ты подходишь к этому юбилею. Татарстан может гордиться тем, что было сделано за этот век. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров. 7 дней. И в завершении программы, как говорится, вопрос на засыпку. Какое количество татар проживает в мире? У вас есть точный ответ? Вообще на этот вопрос нет точного ответа. Цифры называют разные, от 10 до 12 миллионов человек.
Исторически так сложилось, что большая часть татар проживает вдали от своей исторической родины. Но именно на чужбине татары держатся сплоченно, пытаясь сохранить свою национальную идентичность. Они там не делятся искусственно на булгар, мишар, крещеных, сибирских татар. Все они причисляют себя к единому народу – татарам. В Турции и Финляндии, в Китае и Австралии их уважают за верность своим традициям, за любовь к своему языку, за трудолюбие, ответственность и высокие моральные принципы. И все это, конечно, передается от одного поколения к другому. Сегодня мы тоже решили сделать небольшой вояж по зарубежным странам и регионам нашей необъятной родины, где компактно проживают наши соотечественники. Телевизионная рубрика под названием «Мы татары», которая стартовала на ТНВ в честь столетия со дня образования республики, по сути, это наша попытка показать лишь небольшую часть большого татарского мира. О татарах мира и о мировых татарах Эльзира Юзаева. Татарская община Турции когда-то была самой влиятельной в стране. Именно среди татар были выдающиеся личности, которые сыграли важную роль в становлении нового турецкого государства. Садри Максуди – первый советник Ататюрка, и Юсуф Акчура – один из самых влиятельных политиков тюркского мира. Татарско-мусульманская община Турции сегодня одна из самых показательных. По некоторым данным, здесь проживает более 100 тысяч человек. В Турции до сих пор сохранились поселения поволжских татар, где остался старинный уклад и традиции нашего народа. В Турции к татарам особое отношение. В Стамбуле работает этнографический музей, своеобразный татарский дом, кусочек родины для тех, кого когда-то приютила эта земля. Мы здесь собрали сведения о таких знаменитых личностях для тюркского мира, как Габдулла Тукай, Заки Валиди, Чингис Айтматов. Также проводим национальные праздники тюркских народов – Навруз и Сабантуй. Студенты университета Мармара, самого многоязычного университета мира, где обучаются 50 тысяч студентов из 80 стран, в Институте тюркологии с первого курса будущие филологи начинают изучать старотурецкий или османский язык. Вторым обязательным языком для изучения является именно татарский, как самый совершенный среди тюркских языков. Татары в Российской империи, они уже очень давно присутствовали как вот элемент, как посредник между вот славянским миром, да, культурой вот России, именно русских, и между народами Востока. О татарах Финляндии слагаются легенды. Их всего лишь около 7 тысяч, но они в совершенстве владеют родным татарским языком. За 200 лет проживания на финской земле татары действительно здесь смогли пустить глубокие корни. Они свято чтут свою историю и свои религиозные традиции. Многочисленные диаспоры, как драгоценный жемчуг, рассыпаны по всем странам Старого и Нового Света. Но их голоса так близки и родны. Sağlığın benim sağlık, avruğun benim avruğum. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле. Дөнья бирсәләр дә сатмам милләтемне. Синеке дип исәпләсәләр, бәхетле мин. Игелекле шагыйрең булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөя. Белмим нидән. Милләтем, мине милли ит. Миңа шатлык бүләк ит. Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Словения, Словакия, Франция, Швеция, Эстония, Америка, Китай. На карте мира нет места, где бы не проживали наши соотечественники. С 2002 года на протяжении 18 лет телеканал «Татарстан. Новый век» рассказывает о судьбе, о прошлом, настоящем и будущем наших соотечественников, которые волей судьбы оказались на чужбине. Новый телевизионный проект «Мы, татары» – это поздравление наших соотечественников, живущих за рубежом, со столетним юбилеем образования ТССР. Они искренне желают процветания своему далекому родному дому. Татарстан – это маяк, это ориентир, это Мекка своего рода, потому что то, что происходит в Татарстане, является гордостью для любого человека, причисляющего себя ко второй по численности нации в Российской Федерации. Мин татар булуы белән горурланам. Чөнки татар халкы
Стоит отметить, что Алма-Ата – это все-таки русскоговорящий город. Здесь повсюду слышится русская речь, но казахи проводят определенную работу по предупреждению этой языковой ассимиляции. Здесь все надписи, все информационные табло именно на казахском языке. Вот, к примеру, «Оту ушен басыңыз». Любой татарин поймет. «Уту ушен басыңыз». Для перехода нажмите. Казахский язык, хоть и не совсем такой, как татарский, но, в общем-то, вполне понятный и вовсе не кажется нам чужим. Прежде всего, потому что имеется масса общих устойчивых речевых оборотов, и для общения практически не нужен переводчик. Все дело в том, что казахи и татары – народы, которые имеют очень древнюю культурную и историческую связь. Более того, по мнению ученых, в глубокой древности эти два народа были частью единого тюркского каганата. Қазаннан ба? Әйе, білесіз ме Қазанны? Қазанды мені білемін, молодец, ол жақта барлықтарына сәлем айтыңыз. Біз міне Татарстаннан, қонақлар. Аңлайсыз? Қонақтар. В городе Уральск есть улица и музей, названные в честь великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Город, где Тукай провел лучшие свои годы. Он прожил здесь 9 лет. Именно здесь он написал стихи, которые вошли в золотой фонд татарской литературы. Композитор Назиб Жиганов, писатель Ибрагим Саляхов, дирижер Фуат Мансуров. Среди знаменитых соотечественников есть и певцы, и художники, и ученые, и журналисты. В самом Татарстане сегодня проживает около 38% всех татар, живущих в России. Татарская нация представлена во всех регионах страны. Башкортостан свыше 1 миллиона, Тюменская область почти 240 тысяч, Челябинская 180 тысяч, Оренбургская 151 тысяча, Ульяновская область более 149 тысяч человек. Татары являются самым многочисленным из нерусских народов России. Татары на втором месте по численности и в Томской области. Здесь проживает свыше 17 тысяч человек. Это татарская слобода. Имеет статус объекта культурного наследия. Уникальные дома, татарские орнаменты на наличниках привлекают туристов и рассказывают об истории татар Томска. Мы находимся в исторической части дома Каримбая. Настоящие подвалы, настоящие... И посмотрите на эти своды потолка, и так и не поверишь, да, что все это сделано 125 лет назад. У нас, у татар, проживающих в Татарстане, есть чему поучиться у своих соотечественников из далеких берегов. В Казань, на свою историческую родину, представители многочисленных татарских диаспор, как правило, приезжают при полном параде. Да и своим родным языком, в особенности старшее поколение, владеет в совершенстве. Но где бы они ни жили, их главная цель остается одна – никогда не забывать о том, кем они были, кто они есть и какой нации будут их дети. Татарстан безнең өчен бөтен якка сибелгән татар халкы өчен безнең өчен якты маяк кебек үзенә тартып торучы бер мәркәз, башкала Татарстан. Шуңа күрә без аның белән һәр вакытта горурланабыз. Игә түгел, йөрәкләргә катыр тактаны кагайык. Ертә түгел, йөрәкләрдә булатның утын ягайык. Соң булса да уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип, ситләргә күрсәтәйек. Эльзира Юзаева, 7 дней. На этом у нас все. Барыгызга да иң изге теләкләр. Бергә булыйк, бердәм булыйк. До свидания.
Здравствуйте! Напоследок лето порадует нас теплыми днями. В течение недели вероятность осадков будет минимальной. А теперь подробнее о погоде в районах Татарстана. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики начало новой недели будет малооблачным и теплым. Температура повысится до 25 градусов. В четверг еще теплее. На выходных температура немного понизится, но комфортная погода сохранится. Теплый воздух поступает и на северо-восток Татарстана. Неделя будет солнечной и комфортной. Средняя дневная температура 24 градуса выше нуля. В центральных районах республики температура повысится до 27 градусов днем. Ночью тоже тепло. Если за прошлую неделю местами были заморозки на почве, то в предстоящую неделю до 17 градусов выше нуля. Солнечный антициклон будет радовать жителей юго-запада республики. В понедельник и во вторник до 26 градусов. В четверг еще теплее. Но на выходных температура немного понизится, местами пройдут дожди. На северо-западе и в Казани в понедельник и во вторник будет солнечно и очень тепло. В среду и в четверг сохранится такая же погода. На выходных, несмотря на облачность, тепло сохранится, местами дождь. О погоде все. Лето заканчивается, но это не повод для грусти. Пусть осень скучной не будет. До свидания.